Ефірнал кешоно, дядь Бореш Ванючки, що студяч клашко анайкыллану налыныз, но верашкыны чактычко туны этнопсихология, щоб бігез баштаноке удмуртка алыкланшамыз шарыш. Но шкутскыны чактычко сюжет бардышан, собудестемын Георгий Шкляевлан уже зия. Тодымы кыжы, но кычы вакыт юсы кут палавоштышки скалыкланшамыз, кычы наджизу удмуртёсты, но марсо шарыш гужязы партем авторёс. Тунцыком алпанёссе Вера Местершмит, нарышик валамон пуси удмуртёслы чужаны богатым зэс. Паланeu кельты оскон ёссесно. Гоште удмуртёс оскоин марлы, шундылы, толыжлы. Вашачкопи удмуртёс музеем вылын улон поннагине. Вылисуд дугдылтек вечный улон шарыш соосук тодо. Христосес аджим потостем каро. Барыш удмуртёс шарыш гоште миллер. Урод гоште. Удмуртёслы пеймал пачкон ушше кытен шотышке вань финкалыкёс шамен удмуртёсно такаоскать ваменесеш. Дастямус эти даурын портем авторес удмуртёс шарыш огвылемгез гоштизы ужаны яратышеш, куносты пумитаны богатышеш, джечно не быт калык. Урод мылкыдзе ту шер чымышгез капчымыл кудо калык. Но удмуртёслен шамзы шуак воштышке дасутмус эти даурын. Со шарыш пусе герцен, со гоште удмуртёс аштемеш. Со суродзена узлеште ужик мылкыдзе уктырмы джеч вамыш ёслыно. Удмуртёс кескичеш, лушкемеш, алдашкишеш, ваменесеш, но соинчош вань кетмапан ёсно. Удмуртёс ашлошамени кератса пумиталу куносты ашсылы кулаке ваньзе бормозы. Лушкем луэмзы муртёсын генеш адышке, туж вастемеш, шырыт луны богатышеш. Совето союз кылден бері удмуртёсын шамзы чарыш вераноке йондыр ёс вакыртену жугичкон керетон ёс ушшер, арлы досты гажан нырышетин тын. Куспал ёстын кусыпёсы аджим кармонеш коткыча ужборды кенеші сакутско. Но вань мыста вылазы гене. Сойник пусёмна грешкина лешужде. Удмуртодос чигоштис, удмурт калклен эжитей валнолы кёсы сажинскыны. Но со историлен жугемезлы луыса мукет ёсы спалын луиз, дыштыштем кужымтем. Туала вакытену удмуртёс удмуртшам шарыш партем малпанёс вань. Мон арагы шарыш программалаштыком паймысалы джим. Яла бугалы ездын, куала пушкы перемеспона удмурт кышнамурт виз урядникес. Нож сарапулу ездын кумышка паштон интиазыву эмеспона удмуртёс визы акцизёсия надзирателес. Марсо, шешашкон, шам ел ёстуютон. Ваню гужаймес куке удмуртёс аж седа шилыш муземде сутён пона чем гине великий валтышёс дору новуовал. Ишиза шаплы шаммы. Кычана джишкишком ашмёс умурчин ёсын. Таном кетюаню савалактон шайтамы тунне малкашно студион. Туне милям кунамы Геннадий Голубев, психотерапевт. Здравствуйте. Здравствуйте. Гарашка нуаз дючкалын, малкашону кунамы дюч. Геннадий Геннадьевич, вы удмурт. Да, я удмурт. Так, вот у меня первый вопрос. Что вот вас роднит с этой национальностью? Вы не говорите на удмуртском языке. Вы долгое время проживали за пределами Удмуртии. На самом деле я действительно удмурт, и мои отец и мать действительно удмурты. Более того, я даже залазил в генеалогию. Вот по маме я Тукля, по отцу Коктя. И до 3 лет я не знал русского языка. Но получилось так, что нужно было идти в детский сад, а в детском саду все говорили только на русском. И невзирая на старания моей бабушки и мамы, я как-то перестал говорить на удмуртском, и с тех пор именно общение на удмуртском для меня представляет большие сложности. Я просто забыл, к сожалению, свой родной язык. Предлагаю сегодня поговорить об этнопсихологии, о психологии удмуртов. Да? Вот если взять народ, скажем, ну, есть такие типы, да, флегматик, сангвиник, меланхолик, холерик. Вот к какому типу вы бы отнесли удмуртов? Я бы характеризовал скорее как флегматичный такой характер. Но, опять-таки, это типично, потому что все-таки, если мы говорим о неком психологическом портрете целого народа, хотя удмуртов называют небольшой народ, маленький, но все равно он определяется психологическим статусом каждого отдельного взятого представителя. Ну, вот обобщая так, да, наблюдая опять-таки, скорее всего, все-таки флегматик. То есть какие, скажем, особенно яркие качества вы бы выделили от народа? Терпение, консерватизм, ну и, наверное, в какой-то степени некоторую
ну, боязливость, что ли, да, некоторую тревожность. Мгм. Вот на самом деле сдержанность, которая влечет за собой молчаливость, безграничную способность терпеть было выделено еще в XIX веке с Иваном Николаевичем Смирновым. Да? То есть, по сути, получается, мы не меняемся. Ну, вы знаете, в 19 век и 20 я бы вот так большой разницы не делал. Да, безусловно, появились различные гаджеты, мы стали общаться в социальных сетях, но если мы возьмем все-таки этот отрезок времени, вот на протяжении, может быть, более длительного периода, то это прошло совсем немного времени. Ну, для народа целого совсем ничего. Да, и поэтому мы практически еще не изменились. Но опять-таки, если мы возьмем другой период, хотя бы, скажем так, начало, ну не начало, может быть, век 9, 10, 11, когда финно-угорские народы, я здесь позволю себе их обобщить, потому что многие этносы лишь формировались тогда, в том числе и современный удмуртский этнос, то они были, в общем-то, достаточно более активными и в какой-то степени даже агрессивными. То есть, ну, так как мы уже вернулись, скажем так, к более ранним векам, есть очень интересная работа, вот, в которой говорится о том, что характер удмуртов изменился из-за вида деятельности. То есть, если они раньше были охотниками, теперь они земледельцы. Когда они были охотниками, они действительно были очень активными. То есть они очень активно защищали себя. Были даже набеги, что для меня было очень удивительно. Да? То есть, у нас же представление такое, что удмурты — это все-таки такой очень тихий народ. Вот. Ну, в этом есть определенная доля истины, потому что если мы посмотрим уклад жизни охотника и уклад жизни земледельца, то это совершенно разное. Когда удмурты были охотники, им было нечего терять, они были смелыми, собственно говоря. И у них брать-то нечего было. Вот если мы опять обратимся в глубины истории, то описание скифов Геродотом, в частности, вот Ломоносов почему-то скифов причислял к финно-угорской группе народов, в частности. Так вот, то же самое. То есть, когда нечего терять, то люди бывают более агрессивными и в основном зарабатывают себе на жизнь набегами. Это проще отобрать, чем трудом заработать. А когда человек трудом заработал, он больше оберегает. Ну, вот очень часто говорят про историческую память, да, историческую память всего народа, там, и то, что когда народ терпел унижение, и когда его, грубо говоря, гнобили. И вот мы сейчас это помним там где-то. А почему не помним то, когда мы были вот такими вот удалыми? Ну, видите, опять-таки, здесь же все определяется тем, как нас воспитывают. А воспитывают на основании тех, в первую очередь, психотравм, которые получили наши предки. Войны древности ни для кого не было тайны. Они все несли в себе, по сути, геноцид. То есть вырезались вплоть до младенцев, мужского, может быть, но женщин в лучшем случае забирали себе в рабыни и в жены. И таким образом наиболее активная пассионарная часть оказалась истреблена, а те люди, которые предпочитали бегство, нежели атаки, то есть у кого преобладал, говоря на языке современной медицины, адреналовый тип реакции, а не норадреналовый, да? Вот, которые именно предпочитали бежать в леса, они выжили. Вот почему в данном случае вот, тревожность некоторая, она сыграла свою положительную роль. И захватчики просто уже не стали лезть в леса, да, потому что там искать нечего, там нечего брать. Кроме, скажем так, испуганных и обобранных уже удмуртов ничего не было. Вот. Но удмурты, благодаря терпению, опять-таки, выживали наиболее терпеливыми. Они осваивали целину, они вырубали леса, выжигали их и осваивались на новом месте. Вот таким образом, наверное, и получилось все. Почему, если у татары друг другу, к примеру, помогают, почему у удмуртов этого нет? Ну, видите, все-таки здесь опять-таки имеет роль психология, которая родилась гораздо раньше. Татары – это представители тюркской группы. Это люди, которые
завоевали свои территории. Они пришли, это кочевники изначально. Тюрки – это кочевники. Удмурты вели оседлый образ жизни, они были охотники и собиратели. И охотились не толпой, а на охоту уходили иногда порой в одиночку. И поэтому и выживали те, у кого был как раз ярко выраженный индивидуализм такой. А умение взаимодействовать стало появляться лишь тогда, когда стали уже жить в деревнях. Хотя, если мы посмотрим, как жили финно-угорские другие народы, то увидим, что эстонцы в основном живут хуторами. Удмурты тоже первоначально селились хуторами. В частности, вот по легенде моего рода, как деревня Почегурт образовалась. Она образовалась именно с починка, то есть с хутора. То есть мы не научились разговаривать, общаться друг с другом? По сути, да. То есть каждый живет вот в каком-то своем мирке и вынужден порой только общаться с другим человеком, ну, для решения что вынужден. задач. Да, да. Но затем помощи, вот время, да, которое или но это было да, же. это было, но это появилось когда? Это уже появилось позже, а затем забылось. Но, к сожалению, видимо, мы сейчас к этому все равно будем обращаться, несмотря на то, что глобальный мир, он опять-таки разобщает людей. А удмуртам придется выживать только совместно. И поэтому, если мы научимся жить вместе, научимся совместно решать какие-то свои проблемы, мы выживем. Если нет, то мы растворимся, как множество других этносов. Последний вопрос заключается вот в чем. Что бы вы пожелали удмуртам? Я бы пожелал удмуртам быть смелее, потому что народ, который вынес много невзгод, тягот. Более того, даже если мы сейчас живем в большом доме под названием Россия, вот, который многоквартирный дом, его можно так сравнить, и у нас есть маленькая квартирка под названием Удмуртия, то мы понимали, мы не можем отделиться, потому что мы срослись корнями с другими народами, которые живут здесь. Это наши соседи, с кем-то мы дружим, с кем-то, может быть, не очень. Но нам нельзя жить по отдельности, потому что мы не можем отключить и провести себе водопровод, электроэнергию. Но нужно понимать, что есть наш дом, наша квартира. И если кто-то к нам в квартиру залезет, пусть это даже уважаемый сосед, он должен вести себя как гость. А, к сожалению, мы позволяем себе вести ему как хозяину. Вот надо быть посмелее, сказать, что, слушай, ты, конечно, хороший парень, я тебя уважаю, но не надо пользоваться моей зубной щеткой и спать в моей постели. Очень интересно, хорошее сравнение, я так думаю. Вот. Спасибо вам огромное за ответы на наши вопросы. Спасибо вам огромное за интересный разговор. Вам спасибо. Успехов вам. Тонсукови рашкон пармишта малпашкону соинчош пусинукула там алпанез милям куномылен сошанано малпаньо словно богатозы. Но марверанез Тонсукова малпашко теледлуно. Наш ашмёс вылиш помешко марня арчиса тадарей. Чешто.